В ходе 17-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией, которая состоялась 8 и 9 февраля в Москве, были подробно рассмотрены вопросы миграционного сотрудничества. Делегация сторон возглавили сопредседатель комиссии премьер-министр Республики Таджикистан Кохи Расулзода и заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Аверчук. Делегация в конструктивном ключе рассмотрели комплекс вопросов взаимодействия стран политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях. Между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией подписано 270 соглашений о сотрудничестве, охватывающих все направления двустороннего сотрудничества. Стороны договорились принять необходимые меры для расширения таджикско-российских экономических связей в промышленной кооперации, сконцентрироваться на выработке новых подходов. В ходе заседания делегации обсудили также сотрудничество двух стран в области сельского хозяйства. С учетом потенциала Таджикистана выращивания высококачественных и экологически чистых сельхозпродуктов договорились принять необходимые меры для оптимизации оформления, транспортировки и таможенных процедур в целях бесперебойной подставки таджикской продукции на территорию России. В области промышленной кооперации российской стороне было предложено активно участвовать в создании совместных предприятий на базе действующих в Таджикистане отраслевых предприятий, а также на территории свободных экономических зон. В рамках заседания был проведен обмен мнениями о взаимодействии стран в культурно-гуманитарной сфере. Договорились провести в 2021 году Дни культуры России в Таджикистане. Высоко было оценено ход реализации проекта участия российских преподавателей, ведущих образовательную деятельность в средних школах Таджикистана, а также начало строительства 5 школ в Таджикистане с обучением на русском уклоне. Особое внимание было уделено сотрудничеству в области здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. С учетом богатых природных и рекреационных возможностей Таджикистана были рассмотрены вопросы привлечения туристов из России. Делегации также высоко оценили итоги прошлогоднего официального визита председателя Маджлиси Милли Маджлиси Ули Республики Таджикистан, председателя города Душанбе уважаемого Рустами Эмомали в Российскую Федерацию. По итогам заседания Межправительственной комиссии был подписан протокол. Система здравоохранения Республики Таджикистан за годы государственной независимости развилась в лучшую сторону и применила ряд комплексных перемен, направленных на переход к новой системе здравоохранения, которая включила в себя иные механизмы управления, финансирования и функционирования. Благодаря государственной поддержке данная сфера остается основным финансирующим органом и поставщиком услуг здравоохранения в стране. Внедрение новых современных медицинских оборудований прежде всего улучшает процесс медицинского обслуживания у врачей и медицинских результатов в стране, способствуя тем самым развитию сферы здравоохранения. Политика открытых дверей Республики Таджикистан для развития сферы здравоохранения, во-первых, позволила импортировать современное медицинское оборудование, во-вторых, открыла путь специалистам для повышения квалификации выезжать за пределами государства. В данном контексте со стороны благотворительного фонда Ситурай Фаизбахш Департаменту здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан была представлена помощь в виде 10 новых современных автомобильных средств первой помощи. Транспортные средства оборудованы современными передовыми технологиями по оказанию первой медицинской помощи населению. Нужно отметить, что здоровье народа является ценнейшим богатством, важнейшим фактором развития и благосостояния страны. С этой точки зрения здравоохранение должно рассматриваться не как сфера потребления, а как сфера доходных капиталовложений, направленных на сокращение бедности, мобилизацию ресурсов, привлекающих внимание международного сообщества. Нужно подчеркнуть, что ранее из-за отсутствия современных диагностических технологий больным пациентам приходилось выезжать за пределы страны для лечения. Благодаря неотъемлемой поддержке лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и государственной независимости, сегодня все эти препятствия нашли свои решения, и любой пациент, не выезжая за пределами государства, спокойно может провести полное обследование и вылечиться. Изменение климата – это процесс, который ритмично ускоряется. На сегодня она затрагивает важные аспекты во всех уголках земного шара. Распространение этого вида процесса вызывает загрязнение в атмосфере, уничтожая тем самым реки и озера во многих странах Европы и Америки. Экологи называют изменение климата не естественным процессом, а человеческим усилием. Запуск крупных промышленных предприятий по всему миру наряду с развитием производства ежедневно оставляет после себя миллионы тонн отходов.
отходов. Здесь парниковые газы не являются исключением, поскольку они распространяются в атмосферу и выделяют химические яды. Из этого страдают и сельские поля. Почва в основном разрушается проливными дождями, вызванными селями и наводнениями. В Республике Таджикистан, которая славится своей чистой природной водой, процесс изменения климата продолжает оказывать влияние. За определенный период времени более 50 тысяч гектаров земли остались вне сельскохозяйственного использования. Для преодоления этой проблемы в стране принята государственная программа развития неиспользованных сельскохозяйственных земель на 2016-2020 годы. К настоящему времени в сельскохозяйственное использование введено более 30 тысяч гектаров засоленных земель. По словам специалистов сферы, поддержание чистоты растительной воды, снижение воздействия парниковых газов и нейтрализация твердых отходов сможет предотвратить негативное влияние изменения климата на сельское хозяйство. В рамках плана мероприятий к достойной встречи 30-й годовщины Дня суверенитета страны в городе Истаравшан Сагдийской области ежедневно со стороны ответственных лиц продолжаются подготовительные работы. Путем привлечения необходимых финансовых средств и поддержки местных предпринимателей поэтапно реализуется 450 пунктов по сооружению и сдаче готовых юбилейных объектов различного назначения. На сегодня в сельском джамуате Зархалом проспекта Исмаили Сомони города на стадии завершения состоит строительство современного детского дошкольного учреждения, предназначенного для 120 детей. Проект сооружения был реализован со стороны лиц с архитектурной компанией города Худжанд Сохт Шахруфар. Для развития и воспитания подрастающего поколения во всех группах и спальных комнатах созданы все необходимые благоприятные условия. Нужно отметить, что в работах по строительству были использованы материалы отечественного производства, которые отвечают всем стандартам качества. Фасад здания создан национальным стилем, варьирующим современной архитектурой. Наравне с этим в городе были также сданы в эксплуатацию здания жилого комплекса для работников с Народно-демократической партии Таджикистана, культурно-развлекательные парки и многое другое. Комплекс туризма и отдыха «Остров Тимур-Малек», расположенный на территории Сагдийской области, было создано в рамках объявления 2019-2021 годов годами развития села туризма и народного ремесла 31 марта 2019 года. Она расположена на площади 5 гектаров. Здесь построены бассейны со многими видами рыб. Для придания особой красоты местности собраны различные виды птиц, в частности фазаны. Для ухода и охраны животных, собранных в этой местности, построен пункт контроля и экологической защиты. В этой местности предназначены для отдыха и туризма, для демонстрации фазанов и ухода за ними установлена большая клетка. Также построен бассейн для рыб размером 50 на 50 метров. Нужно отметить, что в настоящее время в Сагдийской области для приема и организации отдыха гостей функционирует 26 туристических компаний, свыше 60 гостиниц и 13 санаториев. При поддержке правительства страны из года в год расширяется география приезда туристов в эту область. Путем сооружения высотных зданий, реконструкции парков, культур и отдыха, уличных скверов, а также посадки различных видов растительности, облик центра Хатонской области города Бухтар заметно улучшился в лучшую сторону. Восстановление уличных тротуаров и автомобильных дорог является неотъемлемой поддержкой правительства страны и патриотично настроенных предпринимателей местности. Путем данной инициативы в городе заметно развивается дорожная коммуникация. Путем достойной встречи 30-й годовщины Дня государственной независимости страны во всех джамуатах города были проведены работы по асфальтированию автодорог с ежегодным сооружением современных объектов, торговых центров и ряда культурно-развлекательных парков. Облик города Бухтар улучшается в лучшую сторону. Во всем этом есть заслуга работников жилищно-коммунального хозяйства. Нужно отметить, что работники жилищно-коммунального хозяйства в сотрудничестве с инспекцией по охране окружающей среды в год развития села, туризма и народного промысла намерены в городах и районах культурно-развлекательных парках, проспектах и улицах провести ряд мероприятий по благоустройству и озеленению территорий.
Для достойной встречи 30-й годовщины Дня государственной независимости страны в Махале Наубахор, города Худжан Сагдийской области, наравне с другими социально важными объектами было соорудировано и сдано в эксплуатацию новый центр микрохирургии глаза Бусира. Данный объект был создан по инициативе местного предпринимателя на общую сумму более $300 тысяч с закупкой более 20 единиц современного медицинского оборудования. Современная техника и оборудование центра в основном импортировано из европейских стран, и врачи в области офтальмохирургии изучили опыт ее использования за рубежом. Нужно подчеркнуть, что часть импортированного оборудования не имеет аналогов в Таджикистане и регионе. Во время лечения в кратчайшие сроки для клиентов создаются благоприятные условия и высокий уровень обслуживания. Раньше для проведения подобных операций соотечественникам приходилось отправляться на лечение в другие страны. Теперь клиники будут делать сложные витреоретинальные операции, патологии глаза. В текущем году в рамках мероприятий по реализации программы развития шелководства и переработки коконов в Республике Таджикистан запланировано завести более 20 тысяч коробок высококачественных семян тутового шелкопряда и передать их шелководным хозяйствам. По словам представителей с открытого акционерного общества «Пилай Тоджик», на сегодня в соответствии с планами ведется подготовка в этом направлении. Семена шелкопряда будут заложены и возрождены в теплицах современными методами. Именно внедрение современных методов в процессе шелководства в 2020 году позволило отраслевым хозяйствам добиться успеха в этом направлении. Нужно отметить, что главное коконоводческое предприятие Таджикистана «Пилай Тоджик» является преуспевающим предприятием по выпуску качественной коконовой нити как внутри страны, так и за ее пределами. Нужно подчеркнуть, что в рамках реализации программы развития сферы коконоводства Республики Таджикистан на 2012-2017 годы и увеличения количества продовольственных пайков в столице и за ее пределами ведутся определенные работы. В последние годы правительство Республики Таджикистан уделяет особое внимание данной сфере и для ее реализации предпринимает конкретные меры. Шелк на протяжении тысячелетия оставался одним из самых дорогих и при этом востребованных товаров. Не случайно самый длинный караванный маршрут был назван Великим шелковым путем. Шелковая нить – востребованная продукция в мировом рынке. Из нее изготавливаются национальные материи, предназначенные для ткани атласа и адраса. Период независимости для развития сельского хозяйства, включая строительство и реконструкцию ирригационной инфраструктуры, освоение новых земель, улучшение мелиорационной системы, обеспечение сельского хозяйства необходимой техникой, высококачественными семенами и доступ хозяйствующих субъектов к финансированию было реализовано 22 государственных инвестиционных проекта на сумму более 5 миллиардов самани. В настоящее время по официальным данным в республике реализуется еще 7 проектов на сумму 2 миллиарда самани. Среднегодовой прирост сельскохозяйственного производства в период 1997-2020 годов на территории страны составило 7%, а его объем за этот период увеличился в 5 раз. В 2020 году по сравнению с 1991 годом производство злаковых увеличилось почти в 5 раз, картофель в 7, овощи и бахчевые в 4 и фрукты в 3. В рамках реализации отраслевых программ площадь садов и виноградников в стране достигла более 200 тысяч гектаров, что в 2 раза больше, чем в 1991 году. Все это играет важную роль в защите продовольственной безопасности страны, обеспечении рабочих мест, развитии экспорта и пищевой промышленности сырьем. Именно результаты добросовестного труда земледельцев были отражены в изобилии отечественной продукции.